чтобы он был в районе. Шла переоценка ценностей, когда уходящее союзное руководство, приходящее российское руководство выясняли, кто как бы мастер, кто подмастерье. И вот в этот сложный период быть депутатом, быть вообще в политике, я думаю, это непросто. Ну и вот, чтобы не повторяться, очень символично то, что сегодня люди, которые с ним работали, очень важно то, что они сегодня сказали. Но я хотел бы сказать о семье, прекрасная семья у Мусы. Вот, мы совсем недавно случайно на Красной площади, кто бы мог подумать, что те старания Мусы, закон, реабилитация, декларация, и вот мы будем на Красной площади ходить, где-то вспоминать. Ну и прекрасная дочь, сын Магомед мне говорит, вот надо, мы там планируем мероприятие, вот надо сказать. Я говорю, а есть возможность, где сейчас прямо сказать? Я никогда, я говорю, я готов о нем говорить до бесконечности. Почему? Потому что человек действительно необычный человек. Это был, и я даже не хочу в прошедшем времени о нем говорить. И мы зашли в какой-то офис, я даже сейчас вот не помню, где это было, но все, что можно вспомнить, мы вспомнили. Ну вот я к чему этот весь разговор повел? Потому что вот в начале нашего, сегодняшней нашей прекрасной встречи, Магомед сказал, очень так застенчиво вышел, понятно, он не оратор, не публицист, не общественный деятель. Он сказал, вы меня извините, что я как-то не так говорю. Тебе, Магомед, и всем твоим близким, родным, как и народу нашему, вот тебе конкретно, ни перед кем извиняться не надо, ни перед кем не надо опускать голову, и ни перед кем не надо сворачивать с другой улицы, там, не переходить на другую улицу, потому что ты сын достойного человека, достойного отца, сын достойного народа и представитель великой такой российской кавказской цивилизации, и человек, который великий гражданин России, как был твой отец. Вот, я хотел об этом сказать. Меняются эпохи, власть претерпевает изменения. Но есть одно вечное, неискоренимое, это не просто чувство, а вот действительно настоящее вот такое мужество. Есть чувство, когда происходит переоценка ценностей, и думаешь, я бы сегодня, вот, может быть, по-другому поступил. И мы с ним много общались, и я помню мое избрание президентом, кстати, всенародное, не через парламент, всенародное, 34 кандидата было, на всякий случай. Вот. Когда меня избрали, я, значит, первую свою награду вручал Мусе. Первая награда была. И я вот, много пришлось и после этого, и сейчас, вот, будучи в Центральном федеральном округе, да, вручать награды, я более застенчивого, более скромного, более такого человека я в своей жизни не встречал. Вот такой. А если возвращаясь к тому, что вот с чего я начал, да, действительно период был сложный. Ну, нас никто не разъединял, чеченцы, ингуши были, есть и будут всегда братьями. Но был такой период, когда 89-й год, съезд был, и я помню, Сергей Мажитович там на нашем обкоме партии, единственный, кто сказал, что давайте проведем, послушаем людей, потому что все не хотели. И на поверку оказалось, что правильно, там было больше чеченцев, чем ингушей на этом съезде. Я это к чему говорю? Потому что можно всевозможные экскурсы проводить в историю, говорить, кто там был прав, а что бы мы сделали бы, если бы сейчас вот сделали бы так, или предвосхитили бы историю. Но вот, возвращаясь к семье, я хочу сказать, что вот сегодня с нами, вот здесь супруга Мусы, Пятман, это одна из самых лучших женщин Ингушетии, Кавказа. Конечно, очень приятно. Ради Бога, у меня это не это самое, я много говорю, может быть, но сейчас буквально вот сейчас. Я хочу сказать, что, возвращаясь к тому, что сказал, действительно меняются эпохи, меняется власть, но вот такие имена, как Мусы, они остаются навеки вечны. И это действительно, посмотрите, и генеральный секретарь ЦК, и президент, и вот сегодня вот Михаил Бочаров, который один из выдающихся наших, и вот Сергей Мажитович, и Руслан Иванович, который председатель Верховного Совета, в один голос. И все, кто с ним встречался,
они говорят о том, что он был вот простой человек и мог донести правду на таком уровне, она становилась понятной самому большому академику, профессору, генеральному секретарю, и вот такому маленькому ребенку. Я помню, мы были на одном из мероприятий, и там такой зашел спор. А этих людей он не знал, просто случайно оказался. Он просто подошел к ним и говорил, и сказал, так, ну, я почитаю продаться. То есть он сказал, это вот так, и не сказал это никак иначе, именно по-другому, но сказал, что вот эта правда, вот она одна. Действительно, его правда, она была не во многих экземплярах, в одном экземпляре была правда. И не потому, что у него это было вот, что это вот он последняя инстанция, он говорил, я сказал и все. Нет, он всегда слушал, потому что он из народа был. И вот сегодня было правильно сказано, что очень много было митингов в тот период. Действительно, он был период такой, когда вот, действительно глоток, новый глоток, такой, вот, люди слушали телевизоры, до утра не спали, слушали телевизор. И вот когда он приехал очередной раз с Москвы, и всегда, когда он приезжал, он привозил новости хорошие. И мы всегда, я на многих митингах был, слушал это, и всегда мы радовались. А в один раз он приехал, вот один раз был такой момент, приехал такой, немножко озадаченный, я бы не сказал бы удрученный, но такой какая-то у него грусть была. И вот, ну, все равно он приехал и сказал людям, вот пока не получается, но все будет так, как мы решили, как правильно, а правильно только так, что правда должна торжествовать. И он так вот сказал, чтобы успокоить вот этих ребят, которые стояли на митинге. Он говорит, вон видите, вот дорога, там дорога была, вот это около Назрановского, этого РДК была, и дальше дорога, говорят. А видите, параллельно с ней еще одна дорога. И вот там едет машина. И вот человек, который едет в этой машине, говорит, он нам, говорит, не помощник вот, по тем вопросам, которые... Вот в эту мою поездку, он говорит, вот такой же нам не помощник был Михаил Сергеевич. Но я приеду снова, и он нам будет настоящий помощник. То есть он, это вот, не всякий профессор скажет, но он действительно вот такой удивительный человек был. И можно говорить до бесконечности, я правильно понял всех, кто сегодня говорил. И хочу еще раз сказать, что это один из выдающихся ингушей, один из выдающихся кавказцев, великий гражданин мира, великий гражданин России. И память о нем она будет вечна. И очень символично то, что мы сегодня здесь вместе. Каждый на своем месте, но мы вместе. Это очень важно. И вот благодаря вот таким людям. Спасибо.